прогуляйся. Я хочу еще просто похвалиться, у вас тут горшок сохранился. У нас у вёсцы Доросино жили гончары. Вёска, якая нават іх гончаров гэтых з вёскі, нават судили у некие там часы за гончарство. Якби яны зараблялі лишние гроши. И вот это один редкий экземпляр таких горшков. Это да, я не скажу, якого года он. Ён от іншых горшков адрозніваецца своей формой и вот этой зеленой поливой, как это называется по-русски, полива, глазурь, да, глянец еще кажуть. И ну, уже у дома, у вёсцы, чтобы печени не растрескивались, чтобы як гарячий стукнешь, он же разваливается, оплетали вот дротом. Вельми мало засталося вялікіх горшков. Звичайно, там на литр, на 2, на 3. Литров 10 будем, мабуть, да? Литров 8 точно, 10 не знаю, 8 точно. Вот. И яны часто поливались только внутри, в середине, и крышечку, конечно. Вот один таких экземпляров доросинских майстров. Сколько ему годов? Ой, хто ж його ведає? Ну вот это бабуля. Бабуля прожила 94 годы и 3 года назад померла, то это яе горшку. А, скажем так, что уже при коли моей памяти 70-е годы такой великой формы горшки уже не виробляли. Только сувенирные може, маленькие. я что это мать. Да, может быть. Никто этого не скажет. Да. И что цікаво, что коли горшок великий, его стенки вельми такие толстые. Нам здавалося, что толстые, тяжкие. А пораўноўвалі гэту керамику с керамикой іншых месцаў, наши, оказывается, тончайшие. То есть настолько тонкую стенку выводили гончары. Вот это. Но это уже звенеть не будет. Хотя От глины зависит. А? От глины зависит, какую стенку можно. Как глина садится. Если глина садится крепко, то тонкую стенку не выведешь. Может быть, конечно. Я не скажу, не специалист, но наши и завжди тонкі. Яны самые разные формы робили. И что цікаво, что вот на графії есть фотоздимок гэтай посуды, гэтага посуду. И традиция, еще один гончар, его зовут Будулай. Ну такий мужик ездит на коні, чорний, кудрявий такий. Это самое. И он еще, то есть Юхневич, но он такий молодий. Традицию ведає, но поки що з ним працювати нельзя. Ми ждем, поки трошки состарится. А Будулай характер такий, что не сговорится. Но я думаю, что если бы надо было где-нибудь, так сказать, для неких таких вельми потребов, то уговорили бы Будулая. Я заставив ще двух дядов. Один был